Благословенную для мусульман пятницу в мечети Сердца Чечни молятся за Зиту Ризыханову. Как и все верующие, близняшки мечтали побывать в хаджи, однако состояние здоровья лишило их этой возможности. Другой мечтой девушек была главная святыня республики, которую они также хотели посетить. مته الإيتيش وشاد أخشن خلغر نستل بوخ داقتن حق يلجنا باقين قابو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة تأحل يرشيد وش دنيا شرق أستش لا إله إلا الله ألا يسمن جغور وعلق يلجنا عليه الصلاة والسلام أصبح قأسه دالدو علينا إذا يسخرج الله لا ديغ على الإذا. Попрощаться с девушкой в родовое село Ризыхановых пришли родственники и односельчане. В течение 2 лет состояние Зиты ухудшалось, несмотря на то, что она находилась под наблюдением лучших врачей Москвы. Несколько месяцев назад она попросила маму о возвращении на родину, в Киргизию. Здесь она и провела последние 2 месяца своей жизни, и все это время находилась в крайне тяжелом состоянии. Эти 2 месяца, которые мы были дома, она столько намучилась, она так страдала, вчера она задыхалась. Она ушла с улыбкой, она ушла, читая шагаду, она ушла красиво и лежала очень красивая, белоснежная. 19 октября сестры отметили свой 24-й день рождения. С момента появления на свет к ним было приковано все внимание мировой науки. Девочки имели 3 ноги на 2 и общий таз. Врачи в разных странах мира называли этот случай безнадежным. Однако медики Московской Филатовской больницы в 2003 году взялись разделить сестер. Впервые в истории медицины удалось сохранить жизнь обеим близняшкам, имеющим общие непарные внутренние органы. После хирургического вмешательства Зита и Гита были под постоянным наблюдением специалистов. Все это время рядом с ними находилась мама, которая жила на 2 страны, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своего ребенка. Может быть, другая мама сделала бы получше, больше, но я, видит Аллах, я старалась, я ее капала, лечила, доставала лекарства, все. Делала все, что можно было, но я не смогла ей помочь. Зита была очень привязана к своей маме, будто боясь не успеть и не высказать все слова любви, она постоянно благодарила Зумрият. Свою последнюю запись в соцсетях, оставленную за 3 дня до смерти, она посвятила самому дорогому человеку на земле. Мамочка, любимая, милая, спасибо, что ты есть на белом свете. За солнце, свет и эту небо синь. Мамочка, милая, спасибо за ласку, за любовь твою. Благодарю за сердце золотое, за нежность, за прекрасные глаза твои. Ты самая лучшая мама на планете. Люблю тебя, родная, очень-очень сильно. Несмотря на проблемы со здоровьем, Зита не была озлобленной на жизнь. Близняшки мечтали стать врачами. Особую заботу о сестрах проявлял глава Чечни. Услышав из эфира Первого канала о том, что Зита и Гита мечтают посетить мечеть Сердца Чечни, он в тот же день отправил им приглашение. В Чечне Зумрият с девочками встречал лично Рамзан Кадыров. Он пригласил их в дом к своей маме Аймане Кадыровой, где близняшки смогли выпить воду из чаши пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Слезы благодарности были лучшим подтверждением искренней веры и признательности тем, кто посодействовал в непростой ситуации. Представители регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, оказав материальную помощь семье, еще раз доказали, что помощь не имеет границ. Чтобы увидеть вот то, что мы увидели, мы очень тяжелую жизнь прожили с своими детьми. И чтобы увидеть то, что мы увидели, мы бы еще раз прошли через все это. Потому что вот, вы понимаете, вот чашу пророка, голос, все, вас всех, все. И то, что нашим учением наконец какой-то конец придет, у меня слов нет. Спасибо вам большое всем. Мы до конца своей дней, сколько Аллаха мне пусть мне, моим детям, мы будем дуа делать за всех вас, Рамзана Ахмадовича. И я готова преклонить колени перед этой матерью, которая вырастила такого ребенка с таким большим сердцем. Сами девочки признавались, что предложение главы Чечни стало для них подарком судьбы. Они не ожидали увидеть такую любовь и заботу со стороны совершенно чужих людей. Хрупкая, но сильная духом, девушка очень дорожила своей дружбой с Рамзаном Кадыровым. Я знаю, что никогда не обману того, кто мне искренне доверяет. Но я никогда не докажу правду тому, кто мне не верит. Нужно доверять друг другу и относиться искренне друг к другу. Знайте, Всевышний все видит и слышит. Вспоминая последние события, Зумрият признается, что всегда будет благодарна чеченскому народу и Рамзану Кадырову за руку помощи, которую он протянул им в тяжелой ситуации. Я благодарна всему чеченскому народу, когда мы воевали в Грозном.
мы стали считать всех нас своими братьями и сестрами, потому что то внимание, которое нам уделил брат Рамзан, вы знаете, я была уверена, что мне позвонит Грозного сегодня и завтра ваш народ позвонит и выразит мне соболезнования, потому что я знаю, что моих детей там все любили. Глубоко верующая Зита умела ценить каждый день, дарованный Всевышним. Она хотела иметь собственную семью, мечтала усыновить детей, чтобы научить их тому, чему ее научила не простая, а порой и суровая судьба. Нужно гнать мысли прочь, которые делают нас несчастными, и не думать о прошлом. Нужно совершать вещи, которые нравятся, встречаться с людьми, с которыми всегда себя прекрасно чувствуем, верить, что чудеса существуют, верить во Всевышнего, и наши сердца будут в радости и чисты. Проблемы со здоровьем не мешали Зите выполнять все предписания Всевышнего. Вместе с сестрой 5 раз в день они совершали молитву, посещали медресе в Бишкеке, изучали Священное Писание. Мы начали ценить, да, то, что мы раньше не ценили, понимаете? Стали понимать многие вещи, вот знаете, вот так вот. Стали на весь мир другими глазами смотреть. Не так, да, и радоваться каждому дню своей жизни. Коран исцеляет, говорили близняшки. Они признавались, что в момент нестерпимой боли прикладывали к больному месту священную книгу, и сразу становилось легче. В ходе пребывания в Грозном Рамзан Кадыров предложил им обучаться в Исламском университете имени Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость. Однако планам Зиты не было суждено сбыться. Она покинула этот мир в высокочтимый у мусульман месяц Мухаррам. Дагмара Касаева, Луиза Юнусова. Новости.